Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. На этой неделе вся страна отмечала, пожалуй, один из самых поэтичных праздников России – День белых журавлей. Он учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как символ светлой памяти о погибших на полях сражений. Почтили память павших на войне и в поселках Сосногорского района. «Белые журавли» – стихотворение, написанное Расулом Гамзатовым, которое позже было переложено на музыку. После того, как эта песня была исполнена Марком Бернесом, во многих уголках нашей страны стали собираться люди для того, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни на поле боя за счастливое будущее грядущих поколений. День белых журавлей – это очень значимая дата для всей России. И мы отмечаем ее в Сосногорске ежегодно. Но нынче мы отметили это мероприятие в Ираеле, Нависе и в Керках. Также в этом году Сосногорский совет ветеранов принял участие в конкурсе Министерства экономики Республики Коми. Проекту удалось занять первое место. Мы решили принять участие, написали проект «Ветераны молодым», чтобы в честь 75-летия установить памятники, благоустроить памятные места в поселках Ираель, Вис и Керки. И не очень-то надеялись, что мы выиграем этот грант, но мы выиграли. Грант получен, памятники установлены. Сразу в 3 населенных пунктах Сосногорского района появились места, где местные жители могут отдать дань памяти своим землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Конечно же, это огромное значение имеет для поселка, потому что 9 мая вспомнить погибших наших земляков просто было негде. Сейчас люди придут к памятнику, возложат цветы, вспомнят всех своих земляков. Ну и, конечно, дети, патриотизм, воспитание патриотизма в поселке, само собой. Спасибо за памятник, спасибо за все, спасибо за заботу о нас. Спасибо большое. Как поделились представители Сосногорского совета ветеранов, это еще не все. Работы по благоустройству территории около новых памятников будут продолжены в следующем году. Эта работа еще не закончена, она будет продолжаться, будут установлены скамеечки и будет благоустроена территория. В завершении праздника жители поселков почтили память павших на войне минутой молчания. Знаменитая песня «Журавли» звучала в этот день везде. Взрослые и дети возложили к памятникам цветы и бумажных журавликов. Андрей Калиничев, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Для сосногорских школьников был организован муниципальный квест «Азбука пешехода». Площадкой для его проведения стал актовый зал 3-й школы. Андрей Калиничев продолжит. Наша команда – светофорщики. Наш девиз – мы светим ночью, светим днем, мы никогда не подведем. Название команды «Речевка» и девиз. Первый конкурс на артистичность и смекалку. Ребята подготовились серьезно. 7 команд, 7 выступлений. В жюри представители ГИБДД и Управления образования. Квест для ребят-второклассников проводится каждый год. Детям становится интересно, у них появляется интерес к изучению правил дорожного движения, тем самым их педагоги подталкивают к тому и проявляют интерес. Мы, в свою очередь, пытаемся им помочь и организовываем такие мероприятия. В последующем большая часть деток попадает в юные инспектора дорожного движения. С ними проводится уже дополнительная работа, мы выходим с ними на мероприятия. Вот те мероприятия детям более интересны, потому что они работают непосредственно вживую уже с людьми, с пешеходами, с водителями, где они высказывают свою точку зрения о правилах дорожного движения, так как их научили и так как они знают. После демонстрации капитаны получили маршрутные листы, и команды отправились выполнять задания. 8-летний Валерий Домнин в команде гимназистов. Школьник говорит, что правила дорожного движения он изучает вместе с ребятами в классе. Когда вот я иду по дороге, я всегда смотрю сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, едут ли машины. А если я не знаю, то я могу перейти, и просто можно потерять жизнь. Всего в муниципальном квесте было 8 станций, названия которых говорили сами за себя. Например, кроссворд, дорожные загадки, перекресток. Ребята с энтузиазмом брались за прохождение, ведь здесь они могли применить свои знания о правилах дорожного движения. Впрочем, родителям не стоит уповать только на школу, предупреждает Анастасия Тюрикова.
Также хотелось обратить внимание родителей на проблему безопасности, детской безопасности дорожного движения, о том, что не только госавтоинспекции и педагоги должны заниматься с детьми по правилам дорожного движения, а также родители. Что родители должны на своем примере, родители, бабушки, дедушки, папы, мамы на своем примере должны показывать детям, где необходимо переходить улицу, как необходимо переходить улицу. В первую очередь дети берут пример со своих родителей. Родители для них являются авторитетом. 65% правил дорожного движения в детей вкладывают именно родители, именно взрослое поколение, с которыми дети каждый день контактируют. Квест завершился награждением. Первое место разделили между собой команды 2 и 3 школ. Второе место получила команда 4 школы. Третье место завоевали гимназисты. Остальные команды получили грамоты за участие. Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. С наступлением холодов жителям добавляется дискомфорта, а врачам работы. То, что стоит одеться потеплее, можно понять, лишь выглянув на улицу. И все же, несмотря на все предосторожности, подхватить вирусную инфекцию легко. Поэтому доктора рекомендуют позаботиться о своем здоровье. Как отмечают специалисты, в настоящее время начинается эпидемиологический сезон, когда возникают острые респираторные вирусные инфекции. Лучшим способом профилактики остается прививка, говорят врачи. Самая главная профилактика – это сделать вакцину против гриппа. Вакцина у нас имеется в полном количестве, в достаточном, поэтому все желающие, пожалуйста, мы вас приглашаем в кабинет номер 5 с 8 до 16:00. Ежедневно вы можете прийти и сделать себе прививку от гриппа. По словам Елены Бекчуриной, вакцина ежегодно разрабатывается с условием тех штаммов, вирус кого ожидается в текущем году. Первые, кто должны быть вакцинированы, это беременные женщины, это люди с хроническими заболеваниями. Это дети, особенно детские сады, школы, потому что это большое количество, большое скопление людей. Деток вакцинировать нужно обязательно. Это работники образования и здравоохранения 100%, работа коммунальной сферы, это однозначно все должны быть провакцинированы. Грипп опасен осложнениями, а именно пневмонией. Врачи говорят, что подобные заболевания лечатся плохо, и есть неутешительная статистика летальных исходов. В зоне риска люди, которые не были вакцинированы против гриппа. Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. Последние выходные октября отметятся неблагоприятными климатическими условиями. Через регион переместится активный атлантический циклон с низким атмосферным давлением. Температура воздуха днем будет составлять от 0 до плюс 2 градусов. По ночам до -1. В воскресенье с отходом циклона на восток начнется арктическое вторжение, которое, надо отметить, продолжится и на следующей неделе. На дорогах ожидается гололедица. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.